Наступило время, когда молчание – предательство. Речь пойдет про предательство. Для начала нужно определиться, что такое предательство и какова его цель. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Нет веры у того, кто не оправдывает доверия. Нет веры у того, кто не держит своего слова». Поистине, Всевышний Аллах не любит тех, кто является изменником и грешником. Ан-Ниса, 107 аят. «О вы, которые уверовали, не будьте изменниками Аллаху и посланнику, оправдывайте доверие в том, что доверено вам». Аль-Анфаль, 27 аят. Передаются слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: лицемера отличает собой три признака. Когда он рассказывает, то лжет. Когда обещает, то нарушает свое обещание. А когда ему доверяется, он предает. Предательство – это измена, вероломство, крамола, лукавство и облыжность, душепродавство. Из толкового словаря Владимира Даля. Предательство состоит в том, что человек внутренне в своих сокровенных помыслах, чувствах, решениях или внешне на словах или на деле изменяет своему духовному принципу, не имея для того предметных оснований. Иван Илин. Люди на протяжении всей истории предавали, предают и, судя по всему, будут предавать и впредь. Мы все называем их предателями. Это те, которые убивают доверие среди общества и несут зло окружающим людям. Кто они, предатели? Эти люди непостоянны, и они не задерживаются на одном месте. Они всегда в поисках. Это перебежчики, которые бегают из одного места в другое в поисках теплого и уютного места, в поисках наживы. Каждое предательство таких людей – это нанесенный вред кому-либо или чему-либо. Они готовы обвинить кого угодно, чтобы оправдать свое предательство. Как говорится, кто предает себя же самого, не любит в этом мире никого. Они могут наговорить, пойти на оскорбление, могут уперто стоять на лжи, упасть на самый низкий уровень, но ни в коем случае не признают свой предательский шаг. Кто такие изменники Родины? Государственная измена – преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против интереса государства, гражданином, который является преступник, или так или иначе служит ему. В частности, к измене относится переход на сторону противника во время войны, выдача вероятному противнику в мирное время государственной тайны, сепаратные переговоры с противником против воли правительства и прочее. У каждого народа есть герои, есть также предатели. Например, Норвегия. Видкун Квислинг, глава марионеточного правительства Норвегии. Имя стало нарицательным. Основатель национал-социалистической партии «Национальное единение» в Норвегии. Когда в 1940 году фашисты вторглись в Норвегию, Квислинг призвал народ полностью подчиниться воле захватчиков и не оказывать сопротивления. В свою очередь, он обещал, что немцы наведут порядок в стране и предотвратят английское вторжение. Жители Норвегии самоотверженно боролись с фашистами, а самого экс-министра прозвали предателем. Судьба не заставила долго ждать расправы. 9 мая 1945 года Йонсон Квислинг был арестован в собственном поместье, а 24 октября расстрелян за государственную измену. Павлик Морозов. Этот мальчик долгое время в советской истории и культуре имел геройский образ и проходил под первым номером среди детей-героев. Павлик Морозов попал даже в книгу почета Всесоюзной пионерской организации. Отец мальчика Трофим был партизаном и воевал на стороне большевиков. В 1930 году, по историческим данным, он предал отца и донес на него, что тот подделывает справки кулакам об их раскулачивании. В результате из-за этого доноса отец Павлика был арестован и осужден на 10 лет. Существует версия о том, что он был расстрелян. Андрей Власов. Этот советский генерал-лейтенант прослыл самым главным советским предателем в годы Второй мировой войны. Еще зимой 1941-1942 года Власов командовал 20-й армией, внеся весомый вклад
в разгром фашистов под Москвой. Власов без единого выстрела сдался немцам 11 июля 1942 года под Лугой, после полного окружения и разгрома веренной ему второй ударной армии. Попав в плен, он соглашается на службу немцам и создает Комитет освобождения народа в России. На основе КНР была создана даже целая русская освободительная армия РОА. В нее входили пленные советские военнослужащие. Позже Власов был захвачен советскими войсками при попытке к бегству. В августе 1946 года генерал Власов был лишен званий и наград, его имущество было конфисковано, а сам он повешен. Предателей презирают и проклинают, но расскажу о предателях, которые были и есть в чеченском народе. К примеру, можно вспомнить предатели и предательство, если мы заглянем в историю чеченского народа, а потом расскажем о самом главном сегодняшнем, который оказался на первом месте в ранге предателей. Ушаев Мазлак Довлиевич. Родился в 1897 году. Место рождения – село Дышне-Ведено. В 1938 году умер в селе Ведено после тяжелой болезни. В 1977 году его прах был перезахоронен в братской могиле партийных и советских работников в Грозном. Считается, что его отравили ближайшие родственники во избежание кровной мести. Последней его волей было требование похоронить его в гробу. Его именем пугали детей. В 1937 году был избран депутатом в Верховный Совет СССР первого созыва. В 1938 году Мазлак Ушаев был назначен Народным комиссаром юстиции Чечено-Ингушской АССР. Был награжден орденом Красного Знамени. С 31 января 1936 года младший лейтенант Государственной безопасности. Приказ НКВД СССР под номером 58. Остался в народной памяти как пример жестокости и беспринципности. В 1934 году в селе Гелдоген вместе с одним из сотрудников НКВД заживо сжег тяжело раненого местного жителя Ибрагима Гельдогенского. Этот поступок вызвал возмущение у населения. Чтобы спасти Ушаева от расправы, его перевели в Среднюю Азию. Расскажу историю. Где-то в районе Ведено жил один кузнец, который производил кустарным способом огнестрельное оружие, которое использовали сопротивляющиеся установлению советской власти. Кто-то из односельчан кузнеца настучал на него в органы, вследствие чего для разбирательства был прислан Мазлак Ушаев. Собрав народ, Мазлак потребовал у кузнеца: «Дай мне пистолет, который ты сделал». «Нет у меня никакого пистолета», — ответил кузнец. «Давай, говорю», — скомандовал Мазлак. После того, как кузнец отдал таки сделанный своими руками пистолет, Мазлак разрядил в воздух полную обойму, после чего перезарядил горячее оружие и, упершись стволом себе в грудь, нажал на спуск. Оружие дало осечку. «Этот пистолет, который ты сделал», — сказал Мазлак. После этого Мазлак разрядил в воздух обойму из своего табельного оружия, перезарядил и направил ствол на лоб кузнеца, нажал на спуск со словами: «А этот пистолет сделан русскими». Осечки не было. Как предали чеченского героя Абрека Зелимхана. Чеченцы помнят и знают о жизни и борьбе за справедливость народного героя Зелимхана Гушмазукаева, Карачоевского. Знают также причины, а это трагические обстоятельства, незаслуженное обвинение в убийстве и последующее заключение в тюрьму, которые вынудили Зелимхана стать абреком. Обращаясь к депутатам Государственной Думы в январе 1909 году, он прямо пишет: «Для меня было бы большим нравственным удовлетворением, если бы народные представители знали, что я не родился абреком, не родились ими также мой отец, брат и другие товарищи». 24 мая 1901 года вследствие ложных обвинений Зелимхан и его родственники были осуждены на 3,5 года в исправительные арестантские отделения и сослан в Велецкую защиту. Летом 1901 года был возвращен в город Грозный для пересмотра судебного решения,
после чего заключен в Грозненскую тюрьму. Этим же летом он совершил побег и стал активным участником обреческого движения. Действуя в одиночку или небольшими группами, они мстили царизму за себя, своих родственников и свой народ. Убивали царских чиновников, грабили банки, казенные учреждения и богатых жителей. Отобранные деньги и ценности абреки распределяли среди бедных крестьян. Зелимхан великодушно относился к горской бедноте, невзирая на национальность и вероисповедание обездоленного. Причем таким он оказывал всяческое содействие, покровительствовал и защищал их. Объектом же своей мести Зелимхан всегда выбирал офицеров и представителей власти, которые проявляли необузданную прыть в угнетении народа. В качестве примера, в октябре 1905 года в отместку за 17 расстрелянных царскими войсками на Грозненском базаре мирных жителей он расстрелял такое же количество пассажиров-офицеров из остановленного им поезда. Всякий раз, появляясь там, где его не ждали, Зелимхан никогда не действовал из-под всегда предупреждал противника о своем скором визите, делом убеждал врагов, что он хозяин своего слова. К примеру, одним из самых громких дел Зелимхана было нападение в 1910 году на город Кизляр. Переодевшись казаками, его отряд ограбил Кизлярский банк. Следует отметить, что, как отмечают исторические документы, Зелимхан заблаговременно предупредил власти о предстоящем нападении и сообщил месте и времени планируемой операции. Это было прямым оскорблением власти и демонстрацией его полного бессилия. Против него были брошены отряды регулярной армии. В селах, которые укрывали абреков, проводились жестокие зачистки. Начались преследования родственников Зелимхана. Были убиты его брат и отец. Арестованы его жена и дети. За голову легендарного абрека царское правительство назначило крупное вознаграждение, а впоследствии сумма была увеличена. Но ничто не смогло сломить Зелимхана, и он продолжал свою борьбу. На поимку Гушмазукаева на протяжении ряда лет отправлялись многочисленные экспедиции. Целый ряд чеченских аулов был обложен большими штрафами за укрывательство абрека. Несколько селений пострадало от карательных экспедиций, но никто из крестьян Зелимхана не будовал. Только лишь в 1913 году нашелся предатель, который сообщил властям о его местонахождении. 21 сентября 1913 года отряд под командованием поручика Георгия Кибирова, считавшего Зелимхана своим кровником, напал на след абрека. Зелимхан был окружен царскими войсками около села Шали, и в результате продолжительного и кровопролитного боя тяжелобольной Зелимхан Гушмазукаев был убит. А теперь о том, как был предан чеченский герой Зелимхан Гушмазукаев. Зелимхан был приглашен его другом Эльмарзом в его дом, вблизь села Шали. Он пошел к нему, он верил ему. Придя в его дом, через некоторое время во дворе вдруг залаяла собака. Абрек насторожился и попросил хозяина узнать, что потревожило собаку. Эльмарза послал жену. Та вернулась и сообщила, что на улице все спокойно. Через некоторое время собака залаяла вновь. Теперь она уже захлебывалась от ярости, рычала и снова принималась злобно лаять. Тогда во двор вышел Эльмарза и долго не возвращался. Жена Эльмарза выскочила во двор, но тут же вернулась бледная, с трясущимися руками и задыхаясь, прошептала: «Дом окружили солдаты». Схватив винтовку, Зелимхан стремительно выскочил в сени. И сразу совсем рядом, за его спиной прогремел выстрел. Неестественно, откинувшись назад, абрек слегка покачнулся, но тут же выпрямился и, почти не целясь, послал пулю на чердак и еще 4 на улицу. В ту же минуту дождь, собиравшийся весь день, полил как из ведра. Сверкнула молния, осветив цепь солдат, сомкнувшуюся вокруг абрека. «О Аллах, само небо покровительствует мне», — подумал Зелимхан, стреляя туда, где успел заметить офицера. Опять со всех сторон загремели выстрелы.
Но едва кто-нибудь из солдат пытался приблизиться к заветному стогу, невидимый Абрек вскидывал винтовку, и очередной русский солдат падал на землю. Через некоторое время воцарилась напряженная тишина. Только из дома Эль-Марзы доносились женский плач и причитания. Это плакала жена Эль-Марзы. Пуля, посланная Зелимханом на чердак, поразила предателя в сердце. Бой длился часами. Зелимхан получил множество ранений, кровь текла из его ран так, что он походил на какой-то красный призрак. И все же Зелимхан вставал во весь рост и, громко читая Ясин, пошел навстречу подползавшим к нему солдатам. Еще выстрел, и Зелимхан рухнул на свою винтовку. Оборвались слова Ясина. Но еще долго никто из солдат и офицеров не решался подойти к нему, на всякий случай всаживая десятки пуль в мертвое тело Абрека. Потому что и мертвый он казался своим врагам живым. Позже на теле Абрека насчитали 32 раны. Так, после героической гибели Абрека Зелимхана, его тело было доставлено на площадь в Шали, выставлено на обозрение народу и на потребу фотографам. Сохранились уникальные фотографии тех лет, облетевшие тогда весь мир. Большая группа солдат и офицеров, участвовавших в поимке Зелимхана, победителями стоят вокруг тела этого человека-легенды. Солдаты и офицеры считали для себя большой честью сфотографироваться рядом с телом Зелимхана. Убийцы выставили перед телом Зелимхана также и его семью, жену и его детей. Кадыровы. Чтобы узнать человека, нужно заглянуть в его прошлое, кто он, чем занимался, и посмотреть на его сегодняшние деяния. Начнем с того, был ли Кадыров Ахмад чеченцем. Были ли его предки или являются ли чеченцами его продолжения, то есть его потомство. У чеченцев все передается из поколения в поколение, поэтому мы знаем, кто имеет право называть себя чеченцем. История хранит правду. В давние времена, во время стычек и сражений с северным соседом, с Россией, было много столкновений на севере родины чеченцев. Группа чеченцев верхом на конях совершала поход, форсируя реку Терек. Они заметили маленького мальчика, который прятался в кустах и плакал. Мальчик не смог ответить на вопросы, кто его родители и откуда он. Тогда они решили забрать его с собой. Это был прапрадед Ахмада Кадырова. Это было много лет тому назад, но историю теперь хранит также сеть интернет. В газете «Коммерсант» есть статья «Кавказская политическая кухня», которая рассказывает о встрече с президентом России Путиным. На ней присутствовали Кадыров, Абдулатипов, Зязиков, разные муфти и казачьи атаманы. Один из них, советник Кадырова, атаман Погребной, рассказал, что Кадыров не чеченец, а казак. Во время этого разговора присутствовал также Кадыров Ахмад, который подтвердил, что он казак. Как признавал сам Кадыров Ахмад, он учился в медресе Мир Араб в Бухаре и был работником КГБ еще с тех пор. Имел даже свою кличку Адам. Так что вот эта Хрюша, который с 82 года предался, будь ты проклят, твой народ проклят, Кадыров. Ты же свинья, ты предатель своего народа. Без мести это, безвозмездно ничего не будет, ничего не будет. Кадыров, ты предался, шкура ты предательская. Ты посмотри, как твой народ плачет. Вот это слезы тебе отольются. Будь ты проклят, твой род, твоя семья и ты сам. Шкур, какой ты президент, самозванец ты чертова. В Ичкерии он появляется в 1994 году, став уже помощником муфтия республики. До этого ему пришлось даже отсидеть срок за кражу денег. В то время был специальный рейс для паломников, которые вылетали из Грозного в Мекку, в Саудовскую Аравию. Кадыров, будучи главным человеком, который набирал и отправлял паломников, держал у себя деньги этих людей. После совершения хаджа люди потребовали свои деньги, но у Кадырова их не оказалось.
Позже выяснилось, что он потратил их на женщин. Даже односельчане Кадыровых вспоминали их, говоря, что эта семья в недавнем прошлом занималась кражей лошадей и крупнорогатого скота. В том же году начинается Первая русско-чеченская война, война, начатая Ельциным. Муфти Чеченской республики Ичкерия Мухаммад Хусейн Алсабеков отказывается объявить священную войну против России, даже после того, когда Россия совершила агрессию и начала убивать мирных жителей. Появляется его помощник Ахмад Кадыров, который в 1995 году объявляет джихад России и становится муфтием. Во время Первой русско-чеченской войны он встречается с людьми и выступает на митингах. На этих митингах Кадыров призывал каждого чеченца убить по 150 русских и неоднократно призывал на войну против русских все население республики, даже женщин, говоря, что женщина должна и имеет право выходить на войну, не спросив мужчин в своем доме. Война России против чеченцев была запланирована в Кремле далеко до ее начала. В этой авантюре и в своем грязном деле Кремль использовал таких врагов чеченского народа и изменников Родины, как Кадыров и другие. Первая цель была взять под контроль чеченскую территорию, так как именно этого добивается Кремль – вернуть все народы в СССР. Вторая цель – развязав уже войну руками своих работников, таких как Кадыров, с помощью его призывов и провокаций уничтожить патриотов чеченского народа и уничтожить стержень этого народа. Мы называем это Нохчалла, то есть убить наши корни. Тем самым раздавить чеченцев так, как об этом мечтали Ермолов и другие горе-завоеватели. Напомню, что в то время лидеры чеченского народа Джохар Дудаев и Аслан Масхадов призывали остановить войну, призывали к миру. После позорного поражения военной операции по освобождению чеченской столицы, спланированной начальником Главного штаба вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия Асланом Масхадовым, проведенной в августе 1996 года, российские войска с позором покидают территорию Ичкерии. Войны с народом. Ушла она в эту плоскость и здесь, на чеченской земле. В таких войнах не может быть победителей. Но при этом они открыто обещают вернуться, говоря: подождите, вот окрепнет армия России, мы обязательно вернемся и отомстим чеченцам. Это единая позиция всего политического руководства страны. Мы задаем и задушим весь Кавказ, чтобы там все молчали. Кадыров остается быть муфтием. Это был тяжелый период для чеченского народа, когда он был на грани внутричеченской войны. Российские спецслужбы руками Кадырова, Емадаева и других марионеток
пыталась спровоцировать войну между теми, которые во время прошедшей недавно войны были соратниками и воевали против российских оккупантов. Российскими спецслужбами была разыграна религиозная карта. Чеченцев стали делить на суфистов и ваххабистов. Также они сделали все, чтобы внести раздор между чеченцами и их соседями. Расскажем как. На территории Ичкерии в период с 96 по 99 год спецслужбами России проводились многочисленные провокации. Были организованы группы из кавказцев, подконтрольные ФСБ России, которые занимались преступлениями на территории Ичкерии, а это кражи, похищения и убийства. К примеру, была группа на севере Ичкерии, в Шилковском районе. В других районах бандитствовали группы Байсарова Мувлади, Адама Дениева, Емадаева, которая была подконтрольна Кадырову. Возникнет вопрос, куда смотрели правоохранительные органы Ичкерии. Даже находясь в тотальной блокаде, будучи на грани войны, такие группы все-таки нейтрализовывались. К примеру, в городе Грозном, в районе Катаяма, в 1998 году была нейтрализована группа Адама Дениева. В том же году в Натеричном районе нейтрализована группа Адама Дениева. В 1999 году группа в Шилковском районе. В канун начала войны в 1999 году была также нейтрализована группа, которая проводила провокации и входила в так называемый джамат. Главная цель этих провокаций была дискредитировать чеченцев и тем самым создать негативный имидж чеченского государства. Таким способом Россия своими провокациями создавала новый ярлык для чеченцев – народ-бандит и народ-террорист. Руками таких паразитов, подконтрольных России предателей. Россия спешила начать войну до своих новых выборов и до истечения срока подписанных в Хасавюрте соглашений. Руками своих агентов Кадырова и Емадаева летом 1998 года они развязывают конфликт в Гудермесе. Проливается кровь. Все помнят призывы Кадырова, который призывал к внутренней войне, пролитию крови. В это время президент Ичкерии Аслан Масхадов говорил: «Россия ищет причины, чтобы развязать против нас войну. Если мы прольем свою кровь, мы этим не избежим войны. Но у нас не будет сил противостоять агрессии в случае войны, которую готовит Россия. И если они начнут войну, то она будет похлеще той». К счастью, из-за проявленного в тот момент мудрости и терпения внутренний конфликт удалось урегулировать. По задумке Кремля, чеченцы должны были начать внутреннюю войну, а потом, переждав, Россия должна была вести свои войска в качестве миротворцев. То есть установить контроль над Ичкерией без жертв среди своих военнослужащих. Позже спецслужбы России разыгрывают спектакль под названием «Поход на Дагестан» в августе 1999 года. Расскажем коротко, как это было и какова была роль Кадырова в этой провокации. Буквально до начала боев в Карамахи и Чабанмахи прилетает делегация из Москвы во главе со Степашиным, где он говорит: в этих районах спокойно, и здесь живут настоящие мусульмане. Но потом местные группировки из числа дагестанцев начинают боевые действия в самом Дагестане. Местные группировки заманивают туда Басаева и Хаттаба, которые едут на помощь этим группам в качестве добровольцев. Кремль обвиняет чеченцев в нападении на Дагестан, как это было запланировано ФСБ России. Включается Кадыров, который призывает встать всех чеченцев на войну, обвиняя Басаева, Хаттаба и власти Ичкерии в нападении на Дагестан. Его роль в этой спланированной Россией операции была ввязать чеченцев в войну любой ценой. То есть, по планам Кремля, теперь чеченцы должны были убивать чеченцев. Об этом говорили открыто российские политики и генералы. Пускай теперь чеченцы убивают друг друга. Почему там должны умирать русские? Вот эту роль получили Кадыров. Даже сам Басаев позже расскажет в своем интервью, что пошел в Дагестан как доброволец и позже понял, что его туда заманили и подставили. Более того, власти Ичкерии, понимая всю эту авантюру и понимая, что за этим стоит Кремль и что против Ичкерии готовится война, призывали направить в республику международных наблюдателей.
Россия проигнорировала это предложение. Спецслужбы России взрывают свои собственные дома в России, убивая своих же граждан. С экранов телевидения открыто призывают мочить чеченцев, уничтожать мужское население от 10 до 65 лет, стереть с лица земли города и села. Вдобавок к этому Путин в Казахстане говорит: если надо будет, то с их Аллахом буду воевать. Мир молчит. Россия начинает крупномасштабную войну, игнорируя все призывы чеченской власти к миру. Кадыров летит в Москву к Путину для получения полных инструкций. Здесь он снимает свою маску. С приходом Кадыровых, под их лживыми лозунгами «Кадыров закончил войну», «Кадыров принес мир», «Кадыров отстроил Чечню», началось зомбирование уставшего от войн чеченского общества. И с другой стороны, начался самый настоящий террор. За всеми этими преступлениями стоит высшее руководство России, Путин, а Кадыровы являются исполнителями этих преступлений. Но для чеченского народа являются и останутся в памяти как предатели, которые сделали когда-то кажущееся нереальным. При Кадыровых начали публично унижать, пытать в своих личных тюрьмах и убивать чеченцев. Чеченцы впервые начали убивать чеченцев. Были организованы целые полки. Это было единственное место, где люди могли получать зарплату. То есть, хочешь выжить, то становись военным или милиционером. Большинство были завербованы, повязаны кровью таким образом, что дорога назад означала смерть близких родственников. Кого-то из них заставляли убивать людей, унижали всяческими извращенными методами. Все эти деяния записывались на видеокамеры. Все структуры и методы этих манкуртов выстроены так, как от них требовали спецслужбы России, как когда-то мечтали царские, российские государственные деятели и военачальники. Вот высказывание одного из них. Высказывание русского военачальника Алексея Ермолова. «Я видел много народов, но таких непокорных и не поддающихся, как чеченцы, на земле не существует. И путь к завоеванию Кавказа лежит через покорение чеченцев, а точнее, через полное их уничтожение. У них даже чумы не бывает. Я не успокоюсь до тех пор, пока своими глазами не увижу скелет последнего чеченца. Ваши аулы будут разрушены, семейства распределены в горы, аманаты повешены, деревни истреблены огнем. Я не успокоюсь до тех пор, пока не останется в живых хоть один чеченец». Таких русских генералов много, которые прошлись по чеченской земле с огнем и мечом, уничтожая сотни сел вместе с их жителями. Заложничество было нормой для русских оккупационных войск. Русские оккупанты продавали тела убитых родственников. Ненависть к чеченцам была настолько высокой, что выжигались и вырубались посевы и сады. Этот террор носил систематический и продуманный характер. Применялся он как метод покорения чеченского народа. Вырезать дикарей и разбойников, уничтожать и сжигать их жилища и посевы – наиглавнейшая задача наших войск, отмечали в своих варварских приказах царские генералы. Эти высказывания русских террористов 200-летней давности ничем не отличаются от высказываний современных русских террористов. Идет боевая операция. Все, кто против, уничтожаются. Вот и все. И никаких амнистий, и никаких разговоров. Обычный телеведущий российского канала Михаил Леонтьев сказал такие слова, открыто выступая на телеканале России. Удар ракетами по Грозненскому рынку – это не совсем варварская акция, как ее воспринял мир. В этот кровавый день, 21 октября 1999 года, российские террористы нанесли удар ракетами «Земля-Земля» по мечети, родильному дому и Грозненскому рынку, убив сотни мирных жителей. Характерной особенностью террора России, какие бы исторические отрезки времени он не осуществлялся, является его преемственность. Не добившись покорения чеченцев даже такими методами, а в открытых боях с чеченскими защитниками своей родины, неся огромные потери, Россия сделала ставку на предателей чеченского народа. Кадыровы осуществляли мечту этих убийц чеченского народа. Им дали все – власть и все остальное, чтобы чеченцы стали убивать чеченцев. Вот неполный список преступлений Кадыровых. Предательство религии, чеченского народа и его истории. Использование религии в своих целях.
а также в попытке оправдать свои преступные деяния. Извращенные методы пыток в своих личных тюрьмах. Порой эти пытки бывают публичные для устрашения населения. Дискредитация чеченцев перед мировым сообществом. Кадыров обложил народ данью. Плати деньги в фонд Кадырова. Если нет, то расправа. В самой жестокой форме. Запрет на инакомыслие. Использование чеченской молодежи в войнах в Сирии, в Грузии и в Украине. Чеченцев стали посылать на войну умирать за тех, которые веками убивали их народ. Только при Кадыровых чеченцы стали покидать свою родину. Впервые в истории. Любая критика в адрес марионеток и их хозяев при Кадыровых запрещена. Равноправие, которым когда-то гордились чеченцы, сейчас отменены. За любое действие или даже сказанное слово, что не понравилось бы главной марионетке Кадырову, за этим может последовать публичное унижение родственников, пытки или смерть. Это является их главной и основной практикой, чтобы запугать уставший от двух войн народ. Произошло то, что не происходило никогда в чеченской истории. Руками этих предателей Россия решила истребить все самое ценное, которое веками хранилось и передавалось из поколения в поколение. Религия, адаты, то есть чеченские законы, язык, традиции и обычаи. Все это можно описать словами чеченца Эди, который сказал такие слова после гибели чеченского героя, имама Кавказа шейха Мансура. Век героев прошел, грядет время дряхлых стариков и беззащитных крестьян, бесчестных старейшин и сладкоречивых льстецов, лживых проповедников и продажных имамов. Это времена мужчин в платьях и скверных женщин, времена лицемеров и подлецов, жалких рабов и гнусных предателей. Лучшие мертвы, а худшие живы. По земле нашей свободно разгуливает урус, размахивая шашкой. Муллы читают проповеди, писанные в казачьих уездах. Старосты выстраиваются в очереди с доносами на самых близких. Глупые юноши, распираемые фальшивой гордостью, щеголяют в царских мундирах. Наши дети будут прислуживать тем, кто убивал наших отцов. Наступает темнота, в которой канут в безвестность имена предков и подвиги героев. И не разбудит нас на рассвете орлиный крик, созывая лучших сыновей на бой. Не заиграет мелодия острой стали, не поднимет вихрь топот тысяч коней, не прозвучит с самой высокой горы боевой клич. Не услышим мы больше или о славных деяниях храбрых мужей, о яростных или ожесточенных сражениях с превосходящими силами противника, о доблестном прорыве конницы сквозь плотные ряды врага. Не будут воспеты онохой, что ежедневно до блеска начищали свою честь и отдавали жизнь, сладострастно идя навстречу смерти. Никто более не поднимется, разбив оковы. Никто не научит нас гордо жить, свирепо сражаться и храбро умирать. И никогда не услышим мы призыв за свободу, кто веками наполнял сердца наших отважных предков, неистовым бесстрашием, сплачивая их в одно целое, объединяя в несокрушимую мощь, наводившую ужас на всякого, кто встанет у них на пути. Бесспорно, мужчины Конго всегда были, остались и будут. Мужчины есть всегда, в любом народе, будь то чеченцы или другие. Речь идет о героях чеченского народа и их противоположности, тех гнусных предателях, которые встали в один ряд с теми, кто убивал их народ. Это и есть легкая формула, по которой очень легко определить предателя. Хотим мы этого или нет, но список предателей чеченского народа не маленький. Предатели чеченского народа, которые встали рядом с убийцами чеченцев. Автурханов Умар, Алханов Алу, Ахмадов Ахмед, Байсаров Мавлади, Гантемиров Беслан, Даудов Магомед, Дениев Адам, Делимханов Адам, Завгаевы братья, Кадыровы семья, Кокиев Саид Магомед, Лабазанов Руслан, Сайдулаев Малик, Хамбиев Магомед, Хултыгов Ибрагим, Хусиев Майербек, Ямадаевы братья и другие. Потом в истории потомки что обо мне скажут?
да, он был предателем, или детям скажут, ваш отец был предателем. Предательство – это то, что невозможно проигнорировать или простить. Несомненно, Аллах покарает всех предателей, тех, кто восхваляет их, братается с ними, поддерживает и становится поддержкой и опорой для их режима. Правда восторжествует.